Sveicināti! Privietstoju вас! Šodien man ir personīgs jaunums. Pirmo reizi filmēju ar jaunu kameru. Izmēģināsim, kā būs. Un turklāt aprit 2 gadi, kopš Latvijā sākuši braukt jaunie Škodas elektrovilcieni. Un tajā sakarā arī būs šis video. Вот уже 2 года мы едем новыми электричками Шкода. Как раз 15 декабря 2023 года пошла первая электричка с пассажирами. Я, кстати, сам с ней ездил, но, к великому сожалению, это видео не сохранилось. Там в открытии было очень много людей. Полная электричка была, она ездила в Дублты. И потом их постепенно начали внедрить в эксплуатацию. В течение примерно полгода они сменили старые эрки. И теперь уже это обыденное как бы дело. Уже трудно представить, как могло быть бы по-другому. Nu, lūk, tā es atceros, ka pirms 2 gadiem sākās šo elektrovilcienu kustība. Tagad jau tie ir kļuvuši par pierastu pasākumu. Un tādēļ es šodien arī dodos tādā nelielā izbraucienā. Parādīšu un pastāstīšu. Un arī, apskatīsim, kā darbojas jaunā kamera. Atceros pirmās reizes šis troksnis tāds iespaidīgs bija. Radās jau drīz arī tur problēmas ar viņiem, tad, kā saka, tas likās brīnums, ja kustās. Tad tā biļete jāpiereģistrē. Bet, toties tad ir tā, ka konduktori vairs īpaši netraucē. Вот сейчас зато ты сам регистрировал, а потом кондуктора просто спрашивают, все ли в порядке с билетом, а они уже каждый раз не проверяют. Такой большой плюс. Tagad, kā zināms, ir pasūtīti arī 9 jauni bateriju vilcieni, kuri domāts, ka aizvietos dīzeļu vilcienus arī no Škodas. Redzam, ka pašreiz šeit Jūrmalas virzienā notiek ремонтдарби. Тут ставится новая контактная сеть, меняется, ремонтные работы проходят. Поэтому скорость и частота движения уменьшена. Старую уже сняли. Поменяли эти столбы тоже. Un pavasarī jau sola šo pabeigt, un tad jau arī ātrāk un kvalitatīvāk brauks, cerams. Агрегаты. Как я уже сказал, у меня также личная новость. У меня появилась новая камера, и вот сегодня я первый раз с ней снимаю. По характеристикам она значительно как бы должна быть лучше. А вот будет ли на практике улучшение качества видео, вот этого мы с вами увидим. Одно улучшение я уже вижу. Быстрее можно включить камеру. Также батарея больше держится. И чего я очень надеюсь, и сегодня постараюсь проверить, будет ли качественнее снимать в темное время суток. Сейчас вроде неплохо. Видите, как быстро уже темнеет. Вот 3 часа с минутами. И солнце уже заходит. Но, кстати, 15 декабря был самый ранний вечер. И теперь же постепенно вечера станут светлее. Lūk, šeit tieši var redzēt, kā liekas, tas ne sliedes, bet kontakttīklu. Tā. Lūk. Tiešām pats tumšākais vakars izrādās, ka jau ir pārdzīvots, un jau kaut arī vēl decembris, bet vismaz vakaros cerams, ka kļūs pamazām jau gaišāks.
Nevis cerams, bet patiešām kļūs. Es domāju, cerams, ka mēs arī to varēsim pamanīt. Ну, лук, туvajamies jau до болты. Вот, видите, еще тут агрегаты. Тут на станции Дуболты меняются электрички, потому что они сейчас едут только по одному пути. Вот. Плюс еще зум. Я надеюсь, что будет лучше у этой камеры. По крайней мере, тут можно до 10 раз увеличить. А в прошлой камере всего лишь было до 6 раз. И то не очень качественно. Nu, lūk, mainamies. Lūk, šeit notiek vilcienu izmaiņa. Mēs ilgi nestāvējām. Un pie tam interesanti, ka vilciena vadība šajā posmā, lūk, notiek ar tādu zizli. Nu, pat aizgāja cilvēks, kurš nes šo зизли. Очень интересно, что вот управление поездами на этом участке происходит не светофорами, а такими жезлами. Вот тут там только что прошел работник, да, который вот передает этот жезл с одного состава на другой. Так что тут действительно интересные вещи. Aspazīs vasarnīca. Šai pusē Lielupe. Тут река. Да, вот такие прелести, не прелести, но вот, так сказать, дела в севере, особенности, специфика вот северных широт, что вот ты как бы день, можно сказать, недавно началась, но уже темнеет. И я специально вот сегодня раньше как бы выехал, да, но вот раньше это так, чтобы не было совсем темно. Nu, lūk, dzintaros kāpšu ārā. Un paskatīsimies, kā izskatās dzintaru gaismas parks. Nu, lūk, šoreiz braucu līdz dzintariem. Дальше не поеду. Сегодня останусь здесь, потому что решил, что электрички, может быть, даже здесь будет более впечатляюще отснять, чем это было бы, скажем, в Риге. В Риге там все делается. Там вот сейчас возобновили стройку нового вокзала. Обещают, что, по-моему, к концу следующего года, ну, должно быть вроде готово. Ну, будет ли и не будет, это увидим уже потом. Вот. Тут ремонт как раз идет полным ходом, и как раз мы попали вот как делается все это. Видим. Так что пассажирская инфраструктура развивается, несмотря ни на что. Как раз в жирные, так называемые, времена, да, когда был грузовой оборот грузов, там было 50, даже 60 миллионов тонн. Вот как-то пассажирское сообщение вот оставили, как бы, ну, не развивали. Да? Вот теперь как раз это и развивают. Стараются, по крайней мере. Šeit arī var redzēt dzintaru stacijā. Agrāk bija briesmīgi tas trotuārs. Tagad ir sataisīts smuks un arī dzintaru pārvads ir izremontēts. Te arī lūk velo novietnes. Te var apmaksāt iebraukšanas caurlaides. Вот тут можно оплатить, как известно, пропуск нужен для въезда в Юрмалу, и цену поднимет. Вот с следующего года, как известно, будет 5 евро, теперь 3 евро. И это тоже, говорят, делается потому, чтобы уменьшить именно автопоток, а чтобы больше ездили поездами, велосипедами и так далее. Я этого полностью поддерживаю, потому что, знаете, вот когда есть пробки и машина за машиной едут, портят воздух,
тогда уже действительно никакого отдыха особо тут не получается. Не следует принимать как должное то, что везде нужно обязательно ездить машина. Это уже должно остаться в 20 веке. Там, где есть хороший общественный транспорт, нужно им pользоваться. Nu, lūk, tagad mēs ejam Dzintaru meža parkā un skatāmies, kā šeit patreiz redzams kaut kas jau ir izgaismots. Es te tagad eksperimentēju. Lūk, tagad ir 1,0. Nu, dabiskā izmērā un, izskatās tīri нормально, vai ne? Вот, сейчас снимаю без зума. Выглядит, по-моему, очень хорошо. Сейчас увеличиваю постепенно. Ну, вроде тоже хорошо. 3 уже zoom. Lūk, te ir skatu tornis. Agrāk ziemā bija rakstīts, ka tikai līdz 4 strādā. O, sniegs pat drusku. Tagad nav tāda uzrakста, ka līdz 4. Вот. Значит, получается, что можно заходить и в темноте, что ли. Раньше до 4 было зимой. В свежем воздухе очень приятно прогуливаться зимой, особенно вот при хвойном хвойный лес зимой как раз очень хорошо. И летом как раз наоборот, в лиственный лес. У нас довольно многих домах такие украшения. А я вот читал, что, скажем, вот, к примеру, в Англии даже, по-моему, наверное, это в некоторых местах, да, но все равно тенденция, видимо, есть такая, что уже вот запрещают публично выставлять такие всякие там украшения, что-то такое. Вот до чего ж дожили, а? Вот такой венок примерно запрещают в Англии. Ну, я не говорю, что во всех местах, но вот конкретно в одном городе такое читал, что было. Lūk, cik skaisti šeit. Jā. Praktiskā viedokļa šī kamera ir labāka, jo varu turpināt to pašu видео. Так, с практической стороны видно, что эта камера лучше, но будет ли лучше качество изображения, но это вы тоже зацените. Правда, одну оплошность я, наверное, сделал. Я только сейчас поставил UHD. То есть у меня был Full HD, но не UHD. Lūk, ar ko ir jauka jūrmala. Ar šādām klusām pastaigu vietām. Tur ir kaut kāda bērnības elpa, vai kā to nosaukt. Un tad gribas teikt miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Nu, lūk. Un pamazām dodos tur, kur atklājas jūra. Видите, как в детстве, правда? Постепенно открывается море. Какое оно тихое, нервное сейчас, такое уже как бы в какой-то степени в зимнем сне. Хотя оно, конечно, не всегда такое. Сейчас-то ветра почти нет. О, nu lūk. Lūk, kā izskatās pludmale. Šeit mēs varam izmantot zoomu un novērtēt, ko šī камера ir vērta. Ну что, оценим способности этой камеры. Сделаем зум 7 раз уже увеличено и максимум 10 раз. И эти люди появились, хотя так, на глазок я их почти не видел. Там интересный субъект. Это что-то вроде корабля. И по ту сторону, в сторону Майори, Дублты, вот так выглядит. Пляж. Вот. Этот участок освещенный, это от Дзинтари до Майори. Он уже там появляется. Да, могу сказать, что видно больше, чем невооруженным глазом.
Правда, но если самый максимум, то уже расплывчато довольно. Вот сейчас вот будет 5 раз. Ну, не удается прямо 5 раз поставить. Ну, примерно вот так 5 раз увеличение. Я думаю, это nормально. Un jā, Dzintaru meža parkā jau iedegušās gaismas. Te es vēl atgriezīšos. Vēl vecajai kamerai bija tāds liels mīnus, ka augstā laikā, -grādu temperatūrā, viņai ātri izlādējās baterija un slēdzās ārā. O, pat tornis izgaismots, redziet, ko? Супер! Еще вот очень надеюсь, что при этой камере также больше не будет то, что вот иногда, когда я, выключал телефон, как-то сдвинулся с места, и получилось, что как бы что-то там падает, да. Очень надеюсь, вот сейчас я выключаю, к примеру, и все должно быть ровно, даже незаметно, правда? Так что, уважаемые зрители, надеюсь, что все же подсматривать на мой канал это будет стоить того. Сейчас, когда как-то заметно зрителей стало меньше, просмотров, я тоже стал меньше снимать, но в принципе одно и то же. Нет как бы смысла. Да и время идет вперед, хочется как бы новые вызовы. Но все же, если будет интерес с вашей стороны, то я постараюсь связь поддерживать. О, как тут красиво вот сделано под мостом, так высвечено. А, вот, кстати, этот автобус. Сейчас вернусь к поездам. А, здесь он, значит, останавливается. Часть электричек сейчас во время ремонта заменены автобусами. Эти автобусы ходят на участке до Болты-Приедайна, а от Приедайна до Риги они согласованы с электричками. Вот, видите, тут останавливается автобус и берет пассажиров, потому что движение электричек проходит по одному пути. Но тут нужно быть внимательным, где эти автобусные остановки. Nu, lūk, šeit varēja redzēt, brauc autobus. Šis autobus brauc vilciena vietā pašlaik, kamēr notiek remonta darbi arī posmā Priedaina Dubulti. 2 reizes stundā brauc tāds autobus un 1 reizi stundā vilciens. Bet jābūt uzmanīgiem, kur tie autobusi pietur. Es vairākas reizes esmu redzējis, ka cilvēki gaida nepareizā vietā vai arī nezinamas par tādu autobusu un neaizbrauc. Lūk, te ir remonta агрегāts, un blakus там брauc arī vilciens. Вот сейчас мы посмотрим, как проедет поезд. И видите, он проезжает по неправильному пути. Lūk, varam redzēt, kā aizbrauc vilciens, noskatīties. Nu, lūk, cik jauki brauc šis te jaunais sastāvs, bet pa otrām sliedēm, tur, kur parasti uz Rīgu brauc. Jā, pasažieru vilciens pat nosvinēja 20 miljonus pasažieru šajā gadā, un arī 5 пассажири saņēma dāvanas. Вот действительно, пассажиропоток продолжает расти, несмотря на все. Недавно пассажир Vilciens отпраздновал 20 миллионов пассажиров в этом году, и 5 человек получили даже подарки, в том числе годовой абонемент. Я вот покажу сейчас график, как выглядит пассажиропоток в течение года за последние 15 лет. Ну вот тут число пассажиров по латвийским железным дорогам в миллионах. И видите, какой стремительный перерост последние годы. Тут не только больше, чем перед ковидом, но даже больше, чем в 2011 году, то есть 15 лет назад. Там, конечно, немного отличается
со временем это, способы учитывания пассажиров, но в принципе все же сохраняется. Конечно, в нулевые годы, когда было значительно больше людей и больше такая, активность людей, то пассажиров тоже было намного больше. Я бы оценил их примерно 30 миллионов за год. Так что есть еще много где расти. Tagad jau arī visādi Eiropas zaļie kursi un tam līdzīgas politikas skan vairs nevis kā ieteikums, bet jau kā obligātas saistības, kas jāapstiprina likumdošanā. Un tas viss arī, kā saka, liek darīt iespējamo, lai tur, kur var, tur, kā saka, izmantotu nevis personisko auto, bet kaut ko zaļāku. Oi. Un ziniet, es teikšu tā, ka man, piemēram, nemaz nav auto. Un viens no iemesliem ir tāds, viens jau tīri no praktiskā viedokļa, ja es dzīvoju pilsētā, tādā vietā, kur ne viņu īsti glabāt, ne arī īsti kur braukt ar viņu. Ja, piemēram, dzīvotu kaut kur laukos, tā būtu pilnīgi cita situācija. Un otrs arī es vēroju, saprotiet, kad ja cilvēkam ir mašīna, viņš visur pierod braukt ar mašīnu, viņš paliek mazkustīgāks. Вот я говорю, что я замечаю, что если у человека машина, он становится как бы малоподвижным. Поэтому, если ты можешь без нее обойтись, то зачем она нужна? И вот еще даже скажем, ладно, есть такие места, где действительно без машины трудно доехать, но только из-за таких мест держать это тоже как-то, получается, как-то кажется не очень. Но скажем, к примеру, даже если ездить в другую страну, мне кажется, если это делать машиной, ты там многое не увидишь. Ты как бы все просто проезжаешь мимо и только сидишь в своей машине, правда? Тогда есть такая опция, если, скажем, нужно ездить там, где действительно только машина, да, то можно взять, к примеру, каршеринг или на прокат. И такое решение перенять, а не держать ее в собственность. Вот как тут красиво. Lūk. Dzintara aleja vai kā? Šis te saucās Dzintara kvartāls. Tā ir pareizi. Turēdas kvartāls. Jā, tagad apskatīsim mazliet, kā šeit izskatās. Вот это квартал Юлиса Круминша. Чуть посмотрим эту прелесть в тихий рабочий день к вечеру. Но тут не совсем пусто, нет. Тут живут. Lūk, izejam uz Jomas ielas sākumu. Redziet, ko te staigā tomēr ar visu darbu dienu. Lūk, шādi izskatās Jomas iela. Это улица Йомас, тут самое начало. И на всей протяжении этой улицы эти маленькие елочки разреженные. Или заряженные. Тут я могу путаться. Я помню, когда в детском садике меня, может быть, и не очень правильно отправили в русскую группу, я не знал языка. И трудно мне было, выучить разницу между словами. К примеру, одеваться и раздеваться. Что одно в одном направлении, другое в другом. Иногда можно просто, если так не очень думать об этом, то можно и перепутать. О! Lūk, vēl pastāstīšu, ko jau, protams, daudzi zina, ka ir saņemta laba ziņa, ka nesen noslēgts arī līgums ar to pašu Škoda Vagonka par 9 akumulātoru vilcienu
iegādi, ar kuriem nomainīt vismaz daļu dīzeļvilcienu. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka kaut kas tajā virzienā notiek, tikai, protams, jā, ņemot vērā, teiksim, mūsu vājo elektrifikāciju un to, kad, tās līnijas ir garākas un arī, teiksim, drošības apsvērumus, varētu būt jautājums, ka varbūt labāk būtu bijis iegādāties dīzeļvilcienus, bet, kā zināms, Eiropa tos vairs nefinansē. Tur jau bija sagatavots jau iepirkums 19. gadā. Pat konkursu jau sāka izziņot. Ministra Linkaita laikā bija plānots iepirkt 10, laikam, dīzeļvilcienus vai 8. Un to nācās apturēt, jo Eiropa dīzeļvilcienus vairs nefinansē, tādēļ, ka uzskata par neekoloģiskiem. Un tāda opcija, ka varētu finansēt no valsts budžeta, laikam pat netika izskatīta. Lai gan domāju, ka tas būtu pat, iespējams, viens no veiksmīgākajiem ieguldījumiem, ja tā runājam. Škoda arī piedāvā hibrīdus, bateriju vilcienu ar dīzeļdzinēju un tādas lietas. Bet, katrā ziņā arī vienalga, lai kas būtu, arī tas ir daudz labāk nekā nekas. Lai gan, piemēram, mēs redzam, ka lietuvieši iepērk dīzeļvilcienus. Īstos tos pašus Pesa. Mēs varam cerēt, ka igauņi un lietuvieši varētu kaut ko izīrēt mums. Tā kā gan jau Latvijā būs arī dīzeļvilcieni. Tāpat ir ziņa, ka no 12. janvāra, jau laikam oficiāli, tomēr igauņu Štadlere brauks no Tartu uz Rīgu. Un vakarā būs uz Rīgu un no rīta ap 7:40 uz Tartu un tālāk tas pats vilciens uz Tallinu. Tad vienā dienā būs iespēja aizbraukt no rīta no Rīgas uz Tartu un vakarā atpakaļ. Вот, наконец-то, озвучена информация, надеюсь, что это официально, что с 12 января все же будет введен в обращение эстонский поезд Штадлер с сообщением Таллин-Тарту-Рига без пересадки. Но этот Песса с пересадкой тоже сохранится. Как понимаю, он будет курсировать каждый день. Из Таллина где-то 14:50 и около 9 вечера он будет в Риге. А обратно из Риги он будет выходить утром. Примерное время 7:40 утром. То есть получится, что можно будет из Риги съездить на один день до Тарту, погулять там в Тарту и в тот же день переехать обратно. Правда, они опять что-то не успели, так же, как и в этом году, вот как раз после новогодних праздников и выходных, да, когда пассажиропоток как раз сокращается в середине января, можно сказать, до минимума. Январь-февраль, можно сказать, это пустые месяцы. И вот только тогда, ближе к весне, там начинает подниматься. И также цена. Похоже, что будет дороже, чем сейчас. С теми поездами, которые с пересадкой. Объявили, что Рига-Тарту это будет где-то с 19 до 22 евро. Если учесть, что Таллин-Валга примерно то же самое, то это не так уж очень дорого. Это просто эстонские цены на поезд такие. А мы привыкли ездить по совсем другим ценам. Рига-Юрмала у нас до сих пор 2 евро. А, скажем, Рига-Валга это 7 евро. А если с тем литовским Песо, то 8. Там с 15 января там обещали как бы чуть-чуть повысить, но это мелочь. Там на 20 или 30 центов на билет. Но это, можно сказать, ничего. То есть билеты на поезд в Латвии все равно остаются очень дешевыми. Lūk, esmu izgājis cauri arī jomas ielas, līdz galam nonācis. Tā kā pastāstīju īsumā par vilcienu jaunumiem un arī
arī nodemonstrēja jauno kameru. Nu, kā zināms, no 14. decembra jaunais vilciens saraksts, par to runāju iepriekšējā video. Vēl nav sanācis redzēt, kā kursē vilcieni pēc jaunā saraksta. Jūrmalas virzienā nav izmaiņu, jo te ir remonta saraksts. Kā gan jau ceru, kā arī paspēšu. Lūk, atkal autobusi. Tie, kuri kursē vilciena vietā. 2 autobusi, cik es redzu kursē. Nu, pagaidām, cik esmu redzējis, samērā maz ir braucēji ar tiem autobusiem. Nu, izņemot varbūt pašus pilnākos laikus. Tā kā vietas pietiek. Lūk, tikai jāņem vērā, ka stacijās sarakstā šeit ir tikai vilcieni. Autobusi jāskatās šeit atsevišķi. Šeit ir gan vilcieni, gan arī autobusi. Cilvēki daudz nezin. Сейчас тоже там женщина у кассы расспрашивала кассира, где там автобусы и нужно ли брать отдельный билет. Нет, ничего отдельно не надо. Тем же билетом. И даже если касса закрыта, потом в поезде купишь. Nāk. Kādi iet tur vai, bet tur jau nebūs tagad. Nu lūk, Majoros autobusi pienāk tepat maršruta autobusu stāvvietā. Viņš nāk no dubultiem. Un šeit pat arī pietur. Cilvēki jau pamatā zina. Вот так происходит посадка в этот автобус, который вместо поезда. Но поезда тоже курсируют, да, и автобусы тоже. Nu, lūk. Tā kā pastāstīju par jaunumiem, tad nu atliek novēlēt mierpilnas debesis, mieru sirdī, žēlastību, līdzjūtību, visu to gaišo. Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tiešām. Un cerībā uz jauniem video un turpmāku tikšanos. Visu labu jums vēlu un saku uz redzēšanos. Ну, на этом я попрощаюсь с вами. Скажу вам всего доброго, действительно нервного неба и счастья в сердцах. И до новых удачных встреч. Всего хорошего. А так.